Таксисты в Бишкеке выступили против условий новой ценовой политики Яндекса. По словам водителей, выросла комиссия, которую агрегатор берет у водителей за каждую поездку. Таксопарк берет у нас 3%. Яндекс берет 12% сейчас. В общем числе 15%. Из этих 3% наши таксопарки платят налоги. И они все платят государству, как положено. Патент берут, налоги платят. А Яндекс 12% у нас забирает, но государству ни к чему ничего не платит. Вот эти 12% уходят куда-то в небеса, понимаете? По подсчетам одного из водителей, каждый таксист в день как минимум 200 сомов отдает Яндексу. По его словам, в день чистая прибыль Яндекса в среднем более 10 миллионов сомов с одного таксопарка. При этом государству не платят никаких налогов. Я в среднем каждый день отдаю 200 сомов агрегатору, помимо таксопарка. В нашей таксомоторной компании работают более 400 машин, которые постоянно выходят на линии. Смотрите, если каждый водитель в день платит 200 сомов, умножаем на 400, получается 80 тысяч в день. Таких таксопарков в Кыргызстане 126. Умножаем на 126, чистыми выходит 1 миллион 80 тысяч сомов. При этом государству они не платят ни сома, и местные наши таксопарки за них отдуваются. Таксисты требуют агрегатору Яндекс уйти с рынка Кыргызстана. Компания Яндекс не приносит никакой пользы водителям, а наоборот. Эта компания в начале своей деятельности на рынке Кыргызстана заманивала щедрыми бонусами водителей. Потом, по прошествии времени, они начали поднимать тарифы. В итоге отняли работу у других таксопарков. По словам собеседника, после пандемии и карантинных мер количество поездок существенно снизилось. Раньше, если таксист выходил на линию, работал по 12 часов в день, он зарабатывал. А сейчас, чтобы заработать, нужно работать чуть ли не круглые сутки. Если водитель день и ночь за рулем, о какой безопасности на дорогах может идти речь? Задаются вопросом водители столичных такси. Где безопасность на дорогах, если водитель день и ночь за рулем? Это же напряженно, это по городу ездить по пробкам, это не просто так. Работа таксистов, водителей автобусов, бусов, это напряженная работа. И вот представьте, с утра до вечера, чтобы заработать у шахтяны, домой, чтобы присниться, заработать своей семье, ты гордо должен заходить. Ты заработал, да? Ты должен работать. Я иногда семью свою не вижу. Отметим, сервис онлайн-заказа Яндекс.Такси основан 26 октября 2011 года. Яндекс.Такси доступен в Москве, Минске, Ереване, Тбилиси, Алматы и других городах. Каждый месяц сервис расширяет географию присутствия и открывается в новых городах. Азамат Кенжешев, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.